В Ингушетии, как и во всех субъектах страны, наблюдается сезонный подъем заболеваемости. При этом эпидситуация находится под контролем, говорят в региональном Роспотребнадзоре. На сегодняшний день регистрируются случаи гриппа А, H1N1, вирусы гриппа Б. Ежегодно разрабатываются вакцины, актуальные для данных штаммов. И на сегодняшний день никаких превышений заболеваемости не наблюдается. Это сезонный подъем заболеваемости. У нас в основном регистрируются вирусы негриппозной этиологии. Всех вирусов, которые зарегистрированы, это 60% занимают вирусы негриппозной этиологии. Что касается гонконгского гриппа, это вирус, который отличается способностью к очень быстрому распространению. В конце 60-х годов он стал причиной смертоносной пандемии, которая унесла жизни от 1 до 4 миллионов человек. Последние данные говорят, в Ингушетии пока ни одного случая гонконгского гриппа не выявлено, но ситуация может измениться уже в ближайшее время. У нас в республике мы отправили на генотипирование в научный центр «Вектор». Пока подтверждение к нам не пришло. Мы определили, что у нас есть случаи гриппа, но какой штамм мы до сих пор не знаем, потому что он пока на исследовании. Эта инфекция у нас еще не открыт изолятор, потому что количество позволяет нам обслуживать это количество людей. Мы можем без изолятора обслужить. Значит, при более больших цифрах или большее количество людей, конечно, будет открываться изолятор и будет отдельный вход их в поликлинику. Гонконгский грипп отличается повышенной температурой, головной болью, головокружениями, болями в костях и суставах. Кашель сухой, тяжелый. Может сохраняться после выздоровления еще на протяжении 8 недель. Повышение температуры. При появлении этих симптомов находиться дома. Вызвать на дом врача. И если это дети, то их тоже не пускать в школу, не ходить на работу. И не ходить в места, где много количества людей. Это в торговые центры, всевозможные магазины. И там, где кинотеатры, где большое скопление людей. Поэтому необходимо изолироваться и вызвать врача на дом. Врач, приехавший на дом, конечно, назначит вам лечение и сделает обследование, все необходимое. Но остаются и прежние угрозы – грипп других штаммов. Как отмечает в Роспотребнадзоре, болеют им чаще всего те, кто отказался от прививок. Те люди, которые вакцинировались, они болеют без осложнений, и течение заболевания у них протекает легче. Мы знаем, что в группе риска находятся люди старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, дети до 5 лет. И вот именно вот этих категорий мы старались охватить, чтобы они были провакцинированы. Одна из главных мер профилактики – вакцинация. Призывают специалисты чаще мыть руки и по возможности избегать мест массового скопления людей. Мария Макиева, Султан Мугушков, Магаз 24.